Добрый вечер. Опять я в гостях у офицера, старшего офицера, летчика морской авиации, гвардейца Темирсултанова Сулима. Сулим, я вас приветствую. Спасибо, я вас тоже. Сначала я скажу, зачем я приехал сюда с оператором, что мы намеренимся делать. Мы снимаем цикл передач об офицерах Чечни. У нас там и летчики, и общевойсковики, связисты, там всякого рода войск, представители. И приехали сегодня к тебе снять летчика морской авиации. И это я делаю, чтобы сохранить калейдоскоп чеченских офицеров, чтобы на их примере подрастали молодые ребята, чтобы они знали, что у нас были вот такие вот летчики, вот такие герои, на их примере, чтобы могли воспитывать молодое поколение. Это в дозидание им. И чтобы в память, чтобы оставить в память наших летчиков и других офицеров, старших офицеров. Не только старших офицеров, я и капитанов снимаю, и лейтенантов снимаю. И вот теперь мы у гвардии подполковника Темирсултанова Сулима. Сулим, начнем с того, коротко о себе. Где, как, что? Ну, я родился в 1960 году в Казахстане. Вот, потом оттуда мы переехали. В 1978 году я закончил Горогорскую среднюю школу номер 2. Это Натеречный район. Да. И в этом же году поступил в Ейское высшее военное авиационное училище летчиков. Кстати, Ейское училище считается самым старым, старейшим училищем у нас в Советском Союзе, ну и сейчас и в России. И я поступал, очень было тяжело, но у меня была очень сильная школьная подготовка, физика, математика, физическая подготовка у меня была очень сильная, и я поступил в это училище. Вот. И в 1982 году я закончил это училище и попал на Балтийский флот в Калининград. Попал в знаменитый полк 846-й ОМШАП, отдельный морской штурмовой авиационный полк, который первый наносил удар по Берлину. Войну. Это было престижно в этом полку летать. Вот. Я начал летать и дослужился там до замкомандира эскадрильи, до военного летчика первого класса, летчика-инструктора. Вот, я был инструктором во всех условиях. И служа в этом знаменитом полку, в Советском Союзе тогда не было понятия посадки парой. Посадки парой не было. Под номером 2 первый командир полка был полковник Ермолаев, второй допуск получил капитан Темирсултанов. Я. Это приезжал испытатель полковник Живов, и он дал допуск нашему командиру и мне. И я уже, будучи капитаном, майоров, подполковников, обучал посадке парой. Ну, это достаточно сложный элемент, вот, но тем не менее мы его освоили. И в 90-м году мне посчастливилось, будучи командиром эскадрильи, я 20 самолетов водил в Германию на показательные выступления, в Германию. По тем временам, я когда летел, меня перехватили F-16. Вот сейчас везде про них говорят. Я тогда еще с ними, вот как вас, я его видел в воздухе, он подошел, он мне показал свои ракеты, я ему показал свои ракеты. Вот. Так называют, брюхо показали. Да, мы руками друг другу поприветствовали. Вот, это настолько он близко подошел, это датские были перехватчики в качестве перехватчиков. Ну, мы прилетели в Германию, сели, и мы там 10 дней показывали немцам, что можем мы, русские летчики. Ну, я не русский, но я тогда слыл русским. Но про меня очень тогда много писали. Кстати, у меня есть холодное оружие, которое мне подарили там. Кстати, сейчас я его принесу. Кортик, да, морской.
Мне за него один наш земляк «Жигули» двухходовалую давал. Да, я не отдал. Ну, конечно. Естественно, это оружие мне Это память. память, и оно у меня занесено в личное дело. Ну ладно, и в Германии мы показывали, на что может наш самолет. Немцы были в шоке, но особенно я тогда был молодой, извините за выражение, летчики говорят, дурной. Хулиганил, да. Сейчас вот рассказать, и даже наши слушатели, телезрители могут не поверить в это. Да я сам раньше не мог поверить, пока я сам это, потом это видел. Вот. Но, тем не менее, в Германии мы показали очень хорошую подготовку русскую. Мы на полигоне так стреляли, так бомбили, немцы были в шоке. А потом мы еще ночью сели парой. А немцы, ночью, да, немцы этого ни днем не делали, а тем более ночью. А мы там с одним замкомандира полка, он, к сожалению, потом погиб. Он был моим учителем, был Власов, он погиб, к сожалению. Мы показывали такие вещи, немцы были в шоке. Немцы были в шоке, потому что они увидели силу русского оружия. Хотя там у меня в эскадрилье был и татарин, и один мордвин был, нас было много национальностей, но все мы были тогда русские. Вот. Ну, потом, рекордно молодым, я в 90-м году поступил в военно-морскую академию в Питере. Но я тогда был уже майором, я получил, у меня высшая квалификация была. Вот даже среди таких, как я, летчиков, мы когда сидели, чай пили, вы понимаете, о чем речь. Да. Офицерский чай. Да. И я любому мог, пусть это грубо звучит, но я любому мог рот закрыть. Потому что то, что я умел и делал в воздухе, вот. И потом мне повезло, я летал испытательские полеты, к нам прилетал летчик-испытатель Цой, это однофамилец Цоя, певца. И вот мы с ним делали и колокол, это фигура высшего пилотажа. Да. Это сейчас даже многие не верят, что наш самолет. И штопорили мы на Су-17 М3. Вот. Я был настолько подготовлен. Вот, не дай бог, тогда война была, я мог бы с пушки в форточку попасть. Настолько был подготовленный. Вот. Ну и потом, после академии, к сожалению, были бешеные сокращения, как раз этот Сердюков, и меня с удовольствием взяли в ВВС, уже с флота взяли в ВВС сюда, под Волгоград. Я, к сожалению, не хотел, но мне пришлось переучиться на Су-24, это фронтовой бомбардировщик. Потом мне этот генерал Милеев говорит, слетай, Сулим, он меня уважал. Один раз слетай, тебе понравится самолет. Я слетал, и мне понравился этот самолет, и я потом переучился, уже приступил к полетам, и у нас дома вот эти начались события. Естественно, они в воскресенье зашли через Ингушетию, в понедельник я написал рапорт, я ушел. И мне командир полка, очень уважает, подарил мне вот эту шлем. Вот, это очень дорогой шлем по тем временам был. Он сейчас большой генерал, иногда мы созваниваемся в соцсетях. Он мне подарил эту шапку, потому что я в этой шапке летал. Вот там и моя кислородная маска. Вот. Ну и, к сожалению, я ушел и преподавал 2 года в университете в Новочеркасске под Ростовом. Вот. Конечно, я себя военным не представлял, кроме как летчиком. И потом, после Первой войны, я дошел до министра обороны, и он меня восстановил уже в палубной авиации, в Североморске. Естественно, я там опять переучился на новый Су-25 самолет, на Су-33, на Су-27 в Липецке. И уже приступил к полетам. Но опять у нас вот эти события начались. Конечно, я все равно чувствовал, что меня
прессуют. Вот. Ну, моя совесть чиста перед чеченским народом, естественно. И даже многие летчики, зная меня, которые они не применяли здесь бомбовую нагрузку, сбрасывали в горах. Вот. Такие случаи были, они мне докладывали, они мне говорили, потому что мы очень близко дружили, когда были курсантами. Вот, когда летали в боевых полках, это самое. Иштвей ногчи цедалмула, цанни метя, ваягайтан яц, это самое, высоко держал знамя наше. Ну, вот. Сулим, я бы хотел чуть-чуть назад вернуться. Первый крейсер Кузнецов, да? Да. Это Но же... извини, пожалуйста, Кузнецов, он не первый крейсер. Были Киев, Новороссийск, но они были для вертикальных самолетов. А вот этот Кузнецов, он стал уже для аэрофинишерных посадок. Вот самолетов Су-33, Су-25, МиГ-29. У них там сзади ГАК. Вот там на фотографии у меня есть этот самый... И на зоне взлетная вот эта вышка типа такая. А на взлете у него трамплин. Трамплин. Вот, американцы взлетают за счет катапульты, а наши самолеты за счет своего двигателя. Просто вот эту кривизну полета на взлете создавал вот этот трамплин. Вот. Ну а садятся все одинаково за аэрофинишер. Там натянуты троса, и самолет аккуратно останавливается. Это техника посадки. Да. Там первый трос оборвется, страховочный трос там. Нет, да? там очень сложная система, не будем туда вдаваться. Там 4 троса натянуты. Ну, где-то, я сейчас не помню, вот, где-то вот на таком расстоянии от земли. И вот этот гак, он начинает... нет, он скользит по железному этому, как его, палубе корабля. И потом он хватает трос. Первый трос – это не очень хорошо. И последний, 4-й нехорошо. 2-й и 3-й трос на отлично. Вот. Первый трос – это, ну, тебя могут пожурить. Ты должен, потому что опасность торец корабля попасть. Вы понимаете, да? И последний, опасно, что ты не зацепишься. Да, можешь сорваться просто. Ну, а там же во время посадки автоматически даются обороты. И вот ты перед тем, как садиться, тебе руководитель посадки говорит, посадку подтверждаю. В этот момент ты должен дать двигатели на максимал. И сядешь ты, сел, не сел, самолет спокойно взлетает, уходит на второй круг. Вот такая там система. А зацепился уже, ну, кстати, 2 случая были, трос на 2-м натяге порвался, и уже самолет не успевает набрать скорость, и самолет падает в море. Ну, у меня даже где-то документальный кадр есть, такой был Корнеев, мой очень достаточно близкий друг, кличка Дед. У нас у летчиков у всех клички. Спасся? Да, он успел катапультироваться. Он даже вот, как сказать, по массе он тяжелее меня был даже. Но жить захочешь. Да, среагируешь. Среагируешь, да. А катапультное кресло, конечно, на всех типах, которых я летал, это К-36 катапультное кресло, это генеральный конструктор Котельников. Ну, сейчас вот эта фирма, это кресло считается лучшее в мире. В нем очень много, сейчас долгая история рассказывать, как в Watcher спасся испытатель в Ле-Бурже, когда самолет вертикально уже начал падать, они вдвоем выпрыгнули. Катапультное кресло очень сильное. Вот. Но, к счастью, мне не приходилось катапультироваться с самолета, но наземные катапультирования мы проходили. Это учебных целях? В учебных целях. Там перегрузка, конечно, до 20 единиц. Ну, тоже, если нормально не сядешь, большая перегрузка. Да, шею можно свернуть. Да. А в самолете она почти в 2 раза больше. Но в самолете катапультное кресло тебя всего обхватывает, да. Ноги, руки, здесь все, спина, все прибор. И здесь притягивают тебя, здесь выскакивают металлические пластина,
из титана сделана. Она выдерживает на сверхзвуковой скорости, если ты прыгнул, чтобы тебе не раздавило грудь. Вот все это сейчас автомат делает. Да. Твоя задача сжать эти две и потянуть. Вот так. Остальное Две гашетки, что называется. автоматика сама срабатывает. Да. Вот такие дела. А когда вот трос рвется, самолет же уже не поднимешь его? Или поднимали? Нет, вот этот Корнеев, когда это было в Средиземном море, естественно, самолет не стали поднимать, а его этими глубинными бомбами разбомбили, чтобы он не достался. Там же система свой-чужой, вот так в народе называемая. Чтобы не распознавали. Да, СРО называется. Но все равно и самолет, чтобы он же-то, в принципе, целый был, он еще чуть-чуть долгое время плыл над водой. Он только тогда утонул. Держался, пока держался, да, еще держался на плаву. Это было удивительно. Вот. Ну и потом пришли боевые корабли, это самое охранение. Они глубинными бомбами его уничтожили, и потом водолазы все проверили, что не водолазы, а эти глубоководные эти аппараты запустили, и они проверили, да. Еще. Твоя служба в основном проходила на севере, я так понимаю. Ну да, последние 17 лет я летал на севере, Североморске. Там располагалась, твой полк располагался, дивизия авиационная. Да, была 57-я смешанная авиационная дивизия корабельная. Там стоял адмирал Кузнецов, который перегнали с Крыма, и он стоял в Североморске. А наш полк Североморский, мы летали в основном с земли, а когда корабль выходил на боевую службу, мы садились на корабль. На корабль, да? Да, на корабль. Два типа было. Су-33, это вот, который там у меня подарочный, это самое, и Су-25 УТГ. Сейчас... Вот буквально 2 года назад я там был, мой бывший подчиненный, полковник Кокурин, я его воспитывал лейтенантом, я его принимал. Сейчас он командир полка на МиГ-29. Сулим, вот садятся на палубу, погода должна быть типа летная, штатная погода, или шторм, или когда волнение на море. Как это? Хороший вопрос, кстати, Хамзат. Я бы даже не догадался, что вы можете мне такой вопрос интересно задать. Ограничения при посадке на корабль практически только по волне моря. А нижний край – это все ерунда. Типа облачность? Да, облачность, 50 метров, ерунда. Летчик, который садится на палубу, это ему это самое. А вот если волнение моря, корабль, его, скажем, это самое, нос и корма, где садятся самолеты, она может на 2-3 метра подниматься, опускаться. И если летчик фактически он не может поймать вот эту амплитуду, если вертолетчик еще может, с трудом, потому что они садятся по центру, а центр корабль не так сильно качает. А здесь корма сильно ходит, по-моему, 6 волнение моря 6 баллов уже истребитель не может. Взлететь сможет, а и то опасно, потому что он может переднюю стойку надломить. А посадка, она уже это самое. А бывали такие случаи, что взлетали, но садились на берегу? Да, конечно. Когда мы с похода прилетали, летчики взлетали, потому что садились на земле же уже, оттуда улетали за километров и 500, и 600. Уже, тем более, летчики домой хотят. И они быстрее домой. Да. И самолеты взлетают и уже садятся на земле, на своем родном аэропорту. А там уже хлеб, соль. И еще, Сулим, во время службы ты встречался с нашими земляками?
пилотами? Или моряками? Сейчас скажу. Значит, ну, прежде всего, вначале я был знаком, Далге Штольцен, с Хасаном Хациевым. Вот. Он был недалеко от меня, на вертолетах он летал. Вот. У него это самое... Я в Калининграде в самом летал, он... Там был гарнизон, километров 30-40, по-моему. Вот. Я с ним был знаком. Очень такой солидный мужик, летчик, он летал на вертолетах. Вот. Ну, тут долгая история, конечно, мы и друг к другу заезжали в гости, и тогда он там ко мне приезжал, я к нему приезжал. И я на разведке погоды или где-нибудь я всегда над его домом очень низко снижался. Что командир Привет полка... передавал. Да. Я его предупреждал по телефону, ну, по ЗАСовской, в закрытой связи, говорю: Хасан, я вот завтра лечу на разведку погоды или там на спецзадание, я обязательно... А у нас там точка была выхода в море, на Балтику. Там специальная точка выхода и входа в зону была, вернее, с моря. Вот. Хасан Хациев был, да, Гештоль Пекар, он умер. Я знаю. Да, ну, да. Я знал его хорошо. Потом я садился на аэродроме у Дудаева. Я знал, что он командир дивизии, но я был командир звена, мы полком перелетали, садились там. Но времени не было там ходить, там, тем более он генерал, я целый капитан, по-моему, да, капитан был, но все равно это не солидно. Там, все-таки субординацию я знал, вот, но я знал, что он тогда был там. Вот. Потом я знал, Далге Шахабов, Висхан был. Да. Эйлюртер, вот Эйлюртер. Кстати, Я он знал его. чуть-чуть, да? Ну, вообще потрясающий летчик был, сильный. И такой, он, ну, как человек был очень такой, ну, комфортный. Я еще был этим школьником, я его знал. И он чуть-чуть мне так, ну, как сказать, короче, и возраст он. И потом я, уже будучи здесь, узнал Магомеда. Дугаева? Дугаева, да. Но потрясающий. Я знаю его близко, я знаю его супругу Сациту, прекрасный человек. Я его знал, и еще тогда я был комиссар здесь республики. Я про него много читал, он был, высоко пошел. Да. Тогда достиг высоких, больших высот. И самое главное, мы летали по соседству на севере. Но я был на флоте, а он был в ПВО. Вот. Ну, человек высшей квалификации, вот, и вот этот самый, и Магомед, и этот самый, это Эйлюртер. Висхан, да. Это два полковника были высокой квалификации. Я к сожалению, вот с нашими беспорядками дома чуть-чуть не смог, ну, тогда реализоваться, да, но я этих Далге Штольца, Аршинина, я знал их, это очень были высокой квалификации летчики. Это живой пример, к сожалению, не живые примеры для подражания были. Далге Штольц, Аршина, Хасан, да, вот. А остальных я, в принципе, ну, так не знал, потому что я здесь не жил. Вот. А вот когда я сюда приехал, я вот знал этого Магомеда, но он, к сожалению, был чуть-чуть уже болен. Вот. Но, тем не менее, я его на все эти праздники приглашал. Вот. С его супругой Сацитой мы на связи. Вот. Ну, это были летчики высокого полета. Для меня они были примеры. Фатима, супруга твоя, у них такая участь со своими мужьями менять гарнизоны, войсковые части, города, часовые поясы. Она с тобой все время была вместе. Да, вы знаете, но у нас все-таки по нашим традициям нельзя восхвалять ее. Но я иногда вот представлю, что она вот с этими Правду детьми... можно говорить и нужно говорить. Ну,
В принципе, да, новая ногча для датской. Вот, конечно, она пронесла всю тяжесть. Ну, я-то что, я летал, полетаю, это мы там чай горячий выпьем с летчиками и все забудем. А она с детьми, конечно, на Крайнем Севере была, с ними она и ездила и в Крым со мной, и везде, конечно, тяжелейшее у нее бремя на нее выпало, но она молодец, с честью вынесла все это. Вот я сейчас был на 50-летие нашего полка. Это такой знаменитый полк, 279-й корабельный истребительный авиационный полк, корабельный. И я туда был официально приглашен, и там у меня вот такие хорошие подарки мне подарили и вспоминали. Почему-то все меня спрашивали про мою жену Фатиму. Я хотел сказать, вы вообще-то меня пригласили. Но я тогда был в Москве, вот, и я летал туда на этот праздник, хотя ее тоже просили, Фатиму, приехать. Даже наши друзья ей говорили, мы оплатим тебе билеты с Грозного до Мурманска и обратно. Но у нее там по работе она не смогла прилететь. Конечно, она пронесла очень тяжелое бремя, но я ее, ну, по-стариковски ругаемся, но все равно она молодец. Она пронесла высоко знамя вот это, ну, жены. Это летчика. очень важно. Очень важно, да. И потом она же сейчас врач высшей категории. Вот я даже там в госпитале по своим проблемам ездил, в Североморске. Когда узнали фамилию, они не меня знали, а ее знали. Она там работала. Она там работала. Говорю, ой, это же Фатимы Хаспиевны муж. И там начальник госпиталя приходил. Там, ну, мне какие-то процедуры надо было сделать. Он там всех разогнал. И потому что я, когда был там, я занимал очень большую должность на севере. И этому начальнику госпиталя, по его просьбе, я всегда выделял самолет или вертолет. Нужно было, но он-то не по своим личным вопросам, там для больных, для срочно нужно было эвакуировать с корабля человека, вертолет нужно было. И у меня всегда были дежурные задачи, которые я их выполнял, а самолет выполнял основную задачу по вывозу больных. Ну, это благородное дело. Да, нужно. И там они прибежали, ой, это же муж. Вот там я был уже не я как летчик, там, ну, какой-то, а был муж Фатимы Хаспиевны. Значит, достойно перенесла тяготы лишения воинской службы. Да, и это самое, молодец. Это конечно. молодец, Фатима, молодец. Сулим, я благодарен тебе за этот рассказ. Как летчики говорят, не последний, а крайний наш случай, когда мы встречаемся. Еще поговорим, еще встретимся. Спасибо за беседу. Спасибо, прежде всего, я хотел сказать вам, вашему помощнику, потому что, в принципе, сейчас, Хамзат, видит Бог, Дейль Орнур, Даца. Сейчас я-то был молодым, одержимым, я хотел летать, я все прошел через все. А сейчас ваше дело это благородное. Вы подрастающему поколению показываете все-таки защищать родину свою, Чечню, Россию, это наша Родина. Да. Это благородно и почетно. Да. Так что, если вам нужна помощь, ну, каком-то... Я раньше, меня часто приглашали там в школу, вот, я ходил с удовольствием, рассказывал. Сейчас что-то некогда этим заниматься, наверное, в школах. Вот. Но вам большое спасибо. Я ваши передачи сам люблю смотреть. Bakalım. Gurdu ve diyorlar.